Татаро-башкирский культурный центр Якташлар открыл двери нового собственного пространства. Активисты центра планируют там учить татарский язык, готовить национальные блюда и заниматься татарскими танцами. Варенье привезли из Пензенской области, в этом году собирали урожай ягодный, это на опушках леса. Беляш у нас с разными начинками бывает, с курагой, с апельсином, с лимоном, с творогом, с орехами. В общем, любые начинки обычно. Бывает и с мясом делают. Ну, обычно, если какие-то торжественные мероприятия, то сладкий стол. Это, на самом деле, для нас значимые события, и вообще для всех татар. Нам, как татарстанцам, очень приятно, что каждый маленький филиал открывается в различных городах, и что ростовчане, гости всегда смогут ознакомиться с культурой, с традициями, и что этот дом будет жить, процветать и расширяться. Мы с ростовской диаспорой татар дружим уже 2 года. Мы здесь проводим, как Зеленодольский район, 2 года Южный Сабантуй. И вот так у нас получается в течение 2 лет завязалось общение. Современный стилизованный национальный костюм, потому что, видите, волосы я распустила, как бы должны быть колпачок и по-другому все одевать, но идем, шагаем, со временем. Мы сегодня приехали на открытие вот этого праздника, замечательного праздника, который ждали 20 лет наш, и вот открывает Татарский национальный центр. Мы очень счастливы, очень рады. И гордимся этим. Якташлар существует уже более 20 лет. И все эти 20 лет была мечта о собственном доме. Дело сдвинулось с мертвой точки в 2019 году. Толчком для обсуждения стала встреча президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и губернатора Ростовской области Василия Голубева. Спустя год региональные городские власти выделили помещение в доме по адресу переулок Обский, 122/1. И, конечно, с открытием социально значимого объекта Донского края, Татарского культурного центра, который станет консультативно-методическим центром для соотечественников Ростовской области, но и для соотечественников, которые живут в наших южных и северо-кавказских округах, таким островком дружбы, где более тесно пересекаются культурные, общественные и экономические связи между Ростовской областью и Республикой Татарстан. Гостями торжественного открытия стали заместитель министра внутренней информационной политики Максим Даниленко. То, что мы делали на протяжении 20 лет, наши ежегодные дни татарской и башкирской культуры, их не было бы возможно без вас. Мы благодарим вас за совместное сотрудничество и просим Максима Владимировича Даниленко, заместителя министра внутренней информационной политики, выступить с приветственным словом. Здравствуйте, дорогие друзья, очень рад вас видеть. Хотел что-нибудь такое официальное вам рассказать про организацию государственной мы уже дома вам назвали, да, я думаю, что это все по-семейному должно быть. Действительно, я очень рад, Надя, когда вам уже рассказала, да, как это все было, как к этому все шли. Мы очень рады, что совместные усилия и правительства, и города Ростова, и общины, и Республики Татарстан, да, которая все-таки причастна, да, к инициативе, да, создания этого центра, да, зарождения этого решения. Все вместе, всем миром смогли сделать этот большой шаг к развитию и межнациональных отношений в целом, да, ну и, естественно, к развитию татарской культуры, сохранению и развитию. И Надя Хайдаровна уже сказала, да, про такой островок дружбы. Вот я, видя руководителей наших диаспор, да, все-таки надеюсь, что это будет островок дружбы у нас всех национальностей, проживающих на Дону.
Спасибо большое всем, кто принимал в этом участие. Мы готовы в дальнейшем вас поддерживать. Спасибо за приглашение. Заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону Александр Новицкий. С любым вопросом обращаемся, тоже всегда помогает, решает. Мы получаем эту поддержку и в проведении всех наших межнациональных праздников. И, конечно, надеюсь, в дальнейшем будем очень плодотворно работать на благо Донской земли. И для приветственного слова я прошу заместителя главы администрации города Ростова-на-Дону Александра Георгиевича Новицкого. Выпала честь поприветствовать вас в месте, где татаро-башкирский культурный центр «Экошла» обвел свой дом. Особенно символично это в преддверии для нас большого праздника Дня города. У Ростова богатые традиции межнационального и взаимодействия и межмуниципального сотрудничества. Уже 2 года подряд наш город становится площадкой такого яркого праздника, как Южный окружной Сабантуй. Благодаря усилиям местной автономии татары всего Южного федерального округа смогли посетить наш город. Несомненно, что мы и в дальнейшем будем продолжать оказывать содействие в проведении мероприятий и праздников. Я рад сегодня приветствовать наших друзей из Республики Татарстан, уважаемый Михаил Павлович и Дамир Фанисович. Ваше внимание к сохранению культуры и традиций татарского народа на территории всей страны. Это лучший пример поддержки национальных объединений. Дорогие друзья, только учет интересов представителей всех народностей, проживающих в нашем городе, позволяет Ростову сохранять стабильность. И открытие данного консультативного центра станет еще одним вкладом в сохранение межнационального мира. В честь открытия центра я хочу вручить памятный подарок, который будет напоминать о дружбе и сотрудничестве. Приехала на открытие и официальная делегация из Республики Татарстан. Сохранение обычаев, традиций, обрядов не было бы возможно без вашей поддержки. И для приветственного слова я попрошу Шакирова Даниса Фанисовича, руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Республики Татарстан. Bütün dünya Tatar Kongresi'nden Hummen dünyada sivilip yaşayışı halkımız isiminden selamlarga hem Tatar medeniyet üzerinin açılığı bilen kutlarga ruhsat ediniz bayram bilen barabısında şın көңілден. С учетом того, что путь наш был не очень короткий и легкий, не прямым рейсом мы к вам прилетели, а будем летать только прямым рейсом избирательным, то регламент, и с вашего позволения, выделите побольше. Все-таки я хотел бы действительно поприветствовать от имени президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, от имени заместителя премьер-министра, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Садыргулая Шахразиева, от Всемирного конгресса татар. И мы сегодня приехали, целая делегация от Республики Татарстан. Это и вот правильно уже было сказано, Ростов для нас именно тот центр, который известен и тем, что проводит уже вот 2-й год подряд, начинали мы в Дагестане, но Ростов все еще нас не отпускает. И действительно на должном организационном уровне мы уже на протяжении 2 лет провели и 2-й, и 3-й Южный Сабантуй. Телевидение, ТНВ Планета, полковник Татарлар, Лясяна Садыртинова здесь с оператором. То есть это то знаменательное историческое событие, которое будет транслироваться, конечно, по всему миру. Действительно, мы к этому шли очень на протяжении, но я думаю, вот Марсель Асанович Дахаданов здесь, да и наш Аксакал тоже вот здесь, на протяжении многих лет. Вот сегодня это показатель именно той единой командной работы во главе с именно нашего татарского общественного центра «Экошла». Также я отдельную благодарность хочу выразить от имени нашего руководства губернатору Ростовской области, главе города Ростова, а также именно всем государственным исполнительным структурам. И знаете, вот это общественное движение, конечно же, в основе всего вот этого лежит, это наши именно современники, это наши люди, которые душой, телом горят этим делом. Вот здесь Марсель Расимович, Надия Ханым Курмакаева, вот вся ваша команда, я каждому отдельно хотел бы вот поблагодарить и нашему Азрату Сизмандабире Дахарвапа
каждому из вас я хотел бы сказать вот сегодня огромное спасибо, потому что вся вот душа, кто кем, как мог это помочь, вот в создании вот этого центра вы сделали очень много. И все мы помним визит 7 августа 2019 года нашего президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, когда с губернатором Ростовской области они встречались, когда поднимался этот вопрос. Вот результат мы уже сегодня видим. Biz delegatsiyani formulashtirgan vaqtda sizga bir yoqti istalik bo'lib, shu bayram ruhini kirtirgan tiladik. Shunga mana bizning bilan Devidashula Beshelizyanova aylananda, bizning bilan birga Tatarstonning artistlari, kazanan artistlar, Tenda planetalar mana әлеге вакыйганы тарихи яссылыкта, tarixda o'zining teran izin qoldirdilar. Dunyo Сабантуй белән birga у нас сейчас еще есть наш бренд Татарский культурный центр, именно тот дом татарской общественности видения. Мен зур рахматларны җиткерәм. Һәм шулай ук сезгә истәлекле бүләкләр тапшырырга рөхсәт итегез. Разрешите вручить памятные подарки. Менә алкышлар под бурными Руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Даниил Шакиров наградил председателя культурного центра Надию Курмакаеву самой высшей наградой конгресса – медалью за большие заслуги перед татарским народом. Курмакаева Надия Хайдар кызына бүтән дөнья татар конгрессының медален тапшырылды. Предпринимателям, которые вложились и физически, и финансировали вот этот тренинг, а также помогали именно вот на каждом этом этапе. Один из них среди нас хотелось бы также вручить медаль Всемирного конгресса татар Хамитову Роберту Рустамовичу. Milletimiz oldunda bu hizmetlerini iskiye alıp, bütün Dünya Tatar Kongresi sizge zor rahmetini bildirer. Hem gelecekte de Muşalga ilişkisi Cebüşana Hikmayev, Muhammed Caferoğlu. Бадгетдинов Марсель Асемович, он уже обладатель нашей медали самой высокой награды вот сегодня, поэтому благодарственное письмо Марсель Марсель Асемович также является членом Национального совета Всемирного конгресса татар. Там входит только 75 человек по всему миру, который представляет и именно поднимает все вот эти насущие вопросы на уровне Татарстана, в Казани, от имени татар Ростовской области. Это тот человек, который все, можно сказать, вот Надия Хайдаровна, почему она у нас вот такая сегодня яркая и полыхает именно вот улыбку, потому что рядом с ней всегда очень сильный тыл. Именно Равиль нас всегда встречает, куда бы мы, на какой уголке мы бы на самолете не прилетели бы, несмотря ни на какие расстояния, и все организационные вопросы. Равиль Ибрагимович, Бигзур Рахмат, большое вам спасибо.